Здравствуйте, в эфире Пресс-кафе. Здесь мы обсуждаем в неформальной обстановке за чашечкой чая или кофе новые тенденции, актуальные проблемы. А сегодня я хотела бы поднять тему брендинга Кыргызстана, национального брендинга, странового брендинга. И в первую очередь мне хотелось бы узнать, вот до сегодняшнего момента, почему вот попытки брендинга Кыргызстана терпели часто неудачу. То есть были какие-то разрозненные имиджевые ролики, какие-то бедные брошюрки, но вот не было какого-то стратегического подхода. Ну, знаете, все-таки за 20 лет независимости Кыргызской республики были попытки создать свой бренд страны. Конечно, я не буду говорить, это были правильные или неправильные, но попытки были. Были даже определенные программы в определенных отраслях страны нашей. Но, конечно, к сожалению, это все ни к чему такому результативному не привело. И основные причины я вижу в чем? Вижу, во-первых, отсутствие на тот период политической воли руководства страны, что это необходимо, что это нужно. Полного понимания в этом необходимости. И, во-вторых, не было концепции. То есть в каком ракурсе и в каком направлении все это делать. И как результат мы видим, за 20 лет у нас, к сожалению, в Кыргызстане сложился совсем ненужный образ. Ненужный образ как страны некого дестабилизации, политическом направлении. Даже вот в прошлом году вы сами видели, какие у нас случаи были. И в этом плане Кыргызстан сейчас не может похвастаться своим положительным или, по крайней мере, хотя бы нужным образом. Это все, конечно, играет не в нашу пользу. В частности, если брать, например, туристическую отрасль, любой турист, прежде чем приезжает в страну, он всегда воспринимает эту страну так, как он думает о нем. Если, например, вам сказать Афганистан, даже если там суперотели пятизвездочные, вряд ли вы туда заходите. То же самое сейчас Кыргызская республика. Но мы хотим сказать, что в настоящий момент уже у правительства уже возникло понимание, что это нужно, что это необходимо. Но, конечно, пока что в целом на уровне государства еще пока нет концепции. Есть отраслевые. По вашему мнению, почему попытки терпели крах? Да, я частично соглашусь с Махсатом, потому что брендинг — это определенная технология. То есть это, если вот, допустим, сравнивать это с приготовлением, не знаю, плова, да, который все мы классно знаем, да, то есть определенный процесс, что нужно мясо вначале, чем рис, да. Брендинг — это тоже такой же процесс, когда нужно подойти к нему технологично. Были попытки, но эти попытки были поверхностные. Почему? Потому что не было там основы, базы, да. То есть не было концептуального подхода, да. До концептуального подхода нужно еще решить кучу вопросов в плане, скажем, позиционирования, исследования среды геополитического, да. И если мы же брендинг делаем для того, чтобы к нам приезжали люди, да, приезжайте, пожалуйста, в Кыргызстан, да, у нас тоже классно, останавливайтесь на отелях, ездите на наших такси, пользуйтесь услугами наших банков, отдыхайте на наших берегах, катайтесь на наших горах. То есть в этой связи мы хотим, чтобы к нам приехали люди. А для того, чтобы они приезжали, каждый человек приезжает с определенной целью. Есть другие альтернативные места в мире, куда он может поехать и заменить то же самое, зачем он приехал в Кыргызстан, да, исключая какие-то официальные деловые визиты, да. Вот, и в этой связи мы должны их убедить, почему он должен приехать, допустим, отдохнуть, казахстанец, не на Иссык-Куль, не в Анталию полететь, да, дешевле, с all-inclusive, с 5-звездочным сервисом, да, а потратить в 1,5 раза дороже, допустим, и приехать в Кыргызстан, где, в принципе, мы инфраструктурно, скажем, не так готовы, да, сервисно не так готовы. И для того, чтобы начать приглашать людей, мы должны технологично сформулировать, кто мы вообще, да. Вот сейчас идут попытки, допустим, определить наше позиционирование. А все другие идеи, которые до этого были, это были такие креатив. На уровне креатива. Вот это можно было бы сделать вот так вот, классно, позвать Санта-Клаусов, мы вот страна Санта. Why not? То есть мы на это можно, сказать, да, но хотим ли мы этот имидж? Сколько людей на это приедет, да? Потому что
Ну, как бы любое обещание нужно же еще выдержать, выполнить, да? Вот поэтому эти идеи не работали. То есть, одним словом, технологичный подход нужен. Здесь еще хотелось бы добавить. Например, в настоящий момент в Кыргызстане, можно сказать, существует два лагеря. Противник и сторонник этой идеи. Есть противник, который говорит, сейчас еще рано до брендинга страны, то есть до продвижения страны. А есть сторонник, что уже есть, настало время, когда уже надо страну брендировать. И вот здесь хотелось бы сказать, тут возникает некий такой вопрос, что первично, да, курица или яйцо, например. Да? И то же самое здесь, что первично, продвижение страны, либо вот как сказал Талант, инфраструктуру развить. Конечно, инфраструктуру надо развивать, качество, сервис, там, продукты наши и так далее, так далее. Но на это может уйти время, годы, возможно, может быть десятилетия, я не знаю там. И это время может быть упущено. Почему? Потому что наши соседние же страны, если не будем брать весь мир, но хотя бы соседние страны, они поняли значимость брендинга в том, что страна начинает быть узнаваема в нужном ракурсе. То есть если мы хотим, чтобы страну знали как безопасную для туристов абсолютно, где страна можно делать легко бизнес, может быть не в том объеме миллиардном, да, как, скажем, в наших соседних странах, но здесь вполне легко можно делать бизнес, открыть бизнес, к примеру, да. И в этом плане мы должны себе заявить. А в этом как раз и поможет вот именно технология брендинга. А вот вы уже несколько идей сказали о том, каким должны Кыргызстан, да, ведь за рубежом это может быть безопасный Кыргызстан, это может быть Кыргызстан, где легко делать бизнес, но мы уже сами внутри страны мы определились, где наше конкурентное преимущество и каким должны все-таки воспринимать Кыргызстан. Знаете, к сожалению, пока что единого позиции в целом о стране нет. Есть отраслевые. К примеру, вот туристическая сфера определилась в своем позиционировании, и сейчас вот под этим позиционированием туристическая отрасль будет продвигаться. Например, Unique Кыргызстан, как уникальный Кыргызстан, где so much to discover, то есть где много невероятных открытий. Да? В сфере, например, сельского хозяйства ведется работа, пока что ведется работа, но там, например, предлагается такая концепция, как страна эксклюзивных продуктов, сельскохозяйственных продуктов. То есть мы не можем накормить всю планету, мы не можем производить там миллионами, тоннами мяса или зерно или что-нибудь такое. Наш товар штучный, но он эксклюзивный. Наши продукты пахнут, у них есть вкус, они полезные, они полностью содержат витамины. Чем не могут похвастаться, например, те страны, которые производят миллионами. Те же возьмем Акарчику, к примеру, да? Зерно, яблоки, которые к нам поставляют там, с Китая, к примеру. Да? Наши же яблоки отличаются тем, что да, они меньшее количеством, имеется в виду массой, да, берем, но они вкусные, они полезные. То есть в этом сельскохозяйственном направлении. В сфере инвестиций, конечно, в целом экономическом плане, пока что эта работа ведется. Я пока что в этом плане не вижу еще, скажем так, четко свое позиционирование. В других направлениях, горнодобывающим, тоже можно было свое направление взять. Но пока, видите ли, только отраслевые, может быть, что-то есть, но в целом страны еще нет. Вот, Талант, вы считаете это правильно, когда вот по отраслям идет брендинг? Или все-таки Кыргызстан должна восприниматься только как страна с экологически чистыми фруктами, или только как страна, в которой легко вести бизнес, или только страна, в которой можно хорошо провести время, да, в туристических целях? Нет, я не считаю, что это неправильно. То есть это может быть разное. Ну, допустим, как Бразилия, да? Там футбол, карнавал. Что мы еще можем про Бразилию сказать? Кофе, да, то есть, в принципе, есть определенные какие-то вещи, на основе которых можно как-то вытаскивать страну на международную арену, да. Почему бы нет, допустим, могут быть отраслевые позиционирования, да, но фишка даже не в этом заключается. То есть, вот скажем, на страновом уровне, чтобы сейчас вот вытаскивать, говорить один посыл за всех, унифицировано, да? Ну, скажем, эфирное время дорого же стоит, да, допустим. В этой связи, допустим, там в течение 15-секундного ролика даже на BBC, там CNN и все остальное, обо всем сказать невозможно. То есть это получится такое, знаете, типа из одной шкуры это 15 шапок сшить, да, которые никто носить не будет. В этой связи, то есть можно принять другую стратегию, когда позиционирование продуктов будет тащить позиционирование страны в том числе. Да, то есть
Уже не оправдываться, говорить, нет, мы классные, да, у нас нет чумы, революции нет, мы классные, приезжайте. То есть можно, не оправдываясь, молча выпускать определенные продукты, туристические продукты, да, сельскохозяйственные продукты в плане позиционирования. И когда сформируется более благоприятное, скажем, информационное поле вокруг страны, то тогда уже, скажем, делать упор на какое-то обобщенное, унифицированное. Но для того, чтобы выбрать эти вещи, скажем, придумывать тоже, я вам могу сейчас за 10 минут придумать 15 вариантов позиционирования, да? Но это будет, скажем, неправильно, непрофессионально, да? Почему? Потому что это нужно проанализировать. Это нужно сделать огромные исследования в плане на хотя бы в каком-то региональном масштабе, учитывая там соседние государства, да? И потом уже в зависимости от продукта выстраивать, скажем, позиционирование. Я считаю, так можно. Максат, вот вы последний раз комментировали для СМИ такую информацию о том, что просьба даже звучала к журналистам о том, чтобы меньше публиковать негативных материалов о Кыргызстане. Да? Это тоже часть стратегии по продвижению Кыргызстана? Или как это вот влияет? Я делала собственное маленькое исследование, проанализировала 357 публикаций международных изданий, да, за 3 года, с 2010 по 2013. Казалось, что 60% международных публикаций, они негативные. Ну, используя вот академические исследовательские методы, да. Вот как это относится? То есть что вы делаете в этом направлении? Знаете, да, мы сейчас часто обращаемся уже не к населению, а в первую очередь к журналистам, средствам массовой информации. Почему? Потому что информационный контент создают именно наши СМИ. Контент о Кыргызстане, то есть не сам народ. Вот знаете, здесь есть некая вот ошибка, что имидж Кыргызстана создали сам народ, либо вот политики. Нет. Потому что народ не пишет в средствах массовой информации, то есть не дают там пресс-релизы, что у нас такая-то, такая-то, такая-то страна. К сожалению, это по большей степени идут от самых журналистов, то есть средств массовой информации. И самое главное, внешние средства массовой информации, то есть зарубежных стран, они 90% этой информации черпают от наших отечественных. То есть вряд ли у многих есть здесь свои представительства. Ну, есть, может быть, наших соседних стран представительства, здесь журналисты свои, но в основном они черпают от наших отечественных. И вот когда мы от наших отечественных сайтах читаем, что там такой-то митинг, что там такого-то там депутата или министра, или там такого-то, такой-то случай, они все это берут и, соответственно, размещают на своих информационных ресурсах в своей стране. И эти же страны, потенциальные наши туристы, инвесторы, потенциальные наши бизнес-партнеры, они это читают, и у них одно мнение возникает, что в Кыргызстане, грубо говоря, опасно. И мы считаем, что в основном это идет от нас, от наших журналистов. И поэтому мы всегда просим, даже когда вы, например, освещаете митинг в том же каком-то Аиле, да, например, вы освещаете его как социально-политическое событие, то есть такого местного, локального характера, но не странового. Например, в каком-то Аиле проходит митинг, он только у него там проходит. Ну да, это демократическая страна, это у всех есть. Они, может быть, решают какие-то свои насущные проблемы, но они преподносятся как у нас страновое. И в итоге это раздувается, и наши потенциальные рынки, бизнес-рынки, туристические рынки, они это воспринимают, что по всей стране это идет. И я всегда говорю, что у нас нет, например, вооруженного или криминального конфликта. Кудай сақтасын, у нас все-таки ни один турист, не то что там он даже не был там, скажем, какого-то там травму получил. У нас безопасная страна, но, к сожалению, у нас это преподносится как бы чуть ли не вооруженные конфликты. А это социально-политические события, они в любой демократической, даже в той же туристической Турции, в Таиланде, в Греции это идут, но почему-то это не муссируется. Но стоит у нас маленьком каком-то или что-то произойти, и в средствах массовой информации, я понимаю, сенсация нужна, но она так раздувается, и это транслируется на зарубежных СМИ, и в итоге получается у нас вот такой имидж. Вы тоже согласны, что это вот журналисты должны этим озаботиться? Или это все-таки должны производиться положительные информационные поводы для журналистов? Но я не знаю, что это, не считаю, что вот этот вопрос, в принципе, ответ может быть разный.
То есть заострять и дискутировать на этом, я не думаю, нет необходимости, потому что, а где брать другой контент, если нет нормальных новостей? Да? То есть, ну, вот в этом селе реально проходит митинг. Ну а где в этом селе, что они, допустим, там все сельчане произвели вот такой-то продукт, упаковали его, начали экспортировать вот это село Казахстана? Пожалуйста, если такой ивент будет, то есть его можно тоже показать, да? Но есть другая сторона. Вот как Махсат говорит, что наверняка в этом селе есть кучу позитивных событий, да? Скажем, да, вот в любом селе есть успешный бизнесмен какой-нибудь, фермер, землевладелец там, который построил бизнес, который вырос, трудится, работает и все остальное, о котором, в принципе, там близлежащих еще 6 сел знают, он там гремит на своем районе, да? Почему про него нельзя делать сюжет тогда, да, допустим? То есть, может быть, Махсат говорит о таких вещах, да? Но для позиционирования я скажу так, да? Если берем, допустим, там вот сейчас Махсат в туристической сфере, да, у него идут такие концептуальные разработки, да, в отличие от других сфер и отраслей. Но даже вот в туристической сфере, вот ту группу, которая говорит, я не знал, что есть лагерь, там, которые говорят, нет, брендинг не нужен, нужно строить инфраструктурно, да. Вот этот второй лагерь, который говорят, брендинг не нужен, можно их отравить как-нибудь, потому что это абсолютно неправильное мнение, да. То есть для того, чтобы позиционироваться, нужно выработать определенные, там, скажем, туристические продукты, конкретные. Вот, скажем, Анталия тоже в 70-х годах была заброшенным, никому не нужным городом промышленным, да? Но его подняли мигранты из Германии, которые уехали туда, да, приехали. Но классный кейс, да? И они создали продукт, который называется All Inclusive. Пожалуйста. И конкретно выбрали Сибирь, да? Где живут люди в холодах, мерзнут. И продукт сделали под них. Бесплатный алкоголь. All inclusive. Пей сколько хочешь. То есть конкретно рыночно ориентированный, со всеми конкурентными анализами, спозиционированный продукт, который вырабатывается и дается инфраструктуре. Соответственно, если я житель Анталии, я не буду строить швейный цех там. Если у меня есть какие-то сбережения, я делаю бизнес в Анталии, я открою либо туристическое агентство, либо куплю яхту, на которой буду перевозить, либо построю отель, либо создам какой-то тур, который будет водить в ущелье. Да? То есть инфраструктура сама будет настраиваться под продукт. Да? А вот сейчас, да, по сути, нужно выбрать эту инфраструктуру. Да? Вот, допустим, там в Караколе Каприз построился, да, и, пожалуйста, сейчас отельный бизнес в Караколе. Да? У кого есть квартира свободная, да, они превращают это в отель в зимнее время. И отели начинают развиваться, а сервисом улучшаться, потому что конкуренция появляется. Инфраструктура сама под собой начинает тянуться. Если создать определенный туристический продукт, заявить об этом, сказать, вот вы регион такой-то, придумывая, да, и ваш туристический продукт будет вот это. Ну, я не знаю, яблоки, там, или там орех, да, неважно что. И сделать его, вот этот продукт, согласно всем принципам создания продукта, туристического продукта, да? Потому что есть определенные принципы, да, то есть туристы, когда приезжают, они увозят, кроме галимых эмоций, еще фотографии. У нас фотографии, ну, на фоне Иссык-Куля, гор можно увезти, и все, да? На фоне тигров, крокодилов не получится. Да, на фоне тигров, крокодилов, да даже, знаете, вот в Афинах, да, они откопали, я понимаю, что там с тысячелетними, там, вековыми, да, откопать что есть, да, но у нас тоже наверняка можно, да, допустим. То есть они находят камень, говорят, ой, это же нога Зевса, который там убивал тигра, который кусал быка. Создают скульптуру, и все, ставят, туристы приезжают, они приезжают туда ради сказок. Потому что мифы — это сказки. Они приезжают послушать эту сказку и увидеть это. То есть есть какое-то визуальное изображение, и они возят фотографии. Там, вот здесь Афина стукнула посохом, и выросло оливковое дерево в дар афинянам, да? И все бегут возле этого оливкового дерева, фотографируются. То есть есть фотографические моменты, да? То есть когда продукт еще создается, должны быть определенные требования выдержаться, да, туристического продукта.
Да, у меня еще вопрос к Максату, да? Это получается, что главной целью такого национального брендинга является увеличение роста потребления продуктов из этой страны и услуг. И главной заинтересованной стороной в этом является бизнес в любой стране. У нас по большей части занимается этим государство, да? И вкладывает в это, находит какие-то средства. Вот с чем это связано? У нас у бизнеса нет этого понимания, или это уже началось, какой-то процесс, то, что бизнес тоже начал работать в этой сфере? Вы знаете, я бы здесь маленькой поправочкой ввел бы. Главной причиной брендинга Кыргызской Республики не в увеличении, скажем, нашего продукции экспорта, а в повышении его капитализации. То есть возьмем текстильную сферу, швейную, которой мы хвастаемся, да, что вот наша текстиль уже она наравне с турецкой по качеству и так далее. Да, по качеству она наравне с турецкой, но почему-то по его имиджу, имени, пока нет такой аббревиатуры, как кыргызский текстиль. Есть турецкий текстиль, к примеру, бразильский кофе, да, швейцарский сыр, а вот кыргызский что? Как бы ни крути, такого еще нет понимания. И в этом плане я считаю, что наша национальная стратегия брендинга должна быть ориентирована на капитализацию. То есть, как я выше говорил, наши товары могут быть штучными, но дорогими. Мы не можем, к сожалению, наша страна маленькая, мы не можем производить все и вся, огромном количестве, нет. Даже то мясо, да, вроде в нашей горной местности, даже то мясо, она по своей экспорту не может конкурировать с Австралией, к примеру. Мы не можем миллионным тоннами производить, но мы можем взять курс на эксклюзивность. Та же текстиль, она качественная, она именно полезная, она мягкая на ощупь элементарно, да, она долго держится. И в итоге она просто красивая, да, к примеру. И если мы возьмем нашу национальную стратегию в этом направлении, чтобы наши продукты именно позиционировать на эксклюзивность, то есть повышать капитализацию. К примеру, наши национальные напитки. У нас очень замечательные национальные напитки, начиная от воды, заканчивая нашими национальными напитками. И при экспорте мы не должны так считать, что бить на массовость. Если мы продвинем на весь мир, что наша вода, она самая чистая, вкусная, и она полезная, с минералами, там, какими-то частичками серебра и так далее, естественно, его стоимость повышается. И я считаю, что все наши сельскохозяйственные продукты, и вот все наши такие продукты переработки и так далее, они будут уже в 2-3 раза дороже продаваться. Почему участия бизнеса нет в этом? Знаете, участие бизнеса есть, опять же, в каждой своей стези. Вот та же текстильная промышленность, она двигается в своем направлении. Они пытаются Made in Кыргызстан вытащить на уровень. Но, к сожалению, пока страна не будет восприниматься на уровне соответствующем, все продукты, которые производятся там, они будут всегда привязываться к имиджу страны. Если опять взять тот же Афганистан, например, да, или, я не знаю, там, Сомали, хоть какие бы замечательные там продукты не выпускаются, но извините, он в Сомали выпускается. Никто его не будет воспринимать всерьез. Поэтому мы считаем, что надо сперва поработать над имиджем места производства, то есть страны. И если эта страна, например, возьмем ту же Германию, да, если в Германии произведут, я не знаю, там любой продукт, ну извините, это Made in Germany, она сделана в Германии или в Японии. Хотя японцы, например, вряд ли специализируются, например, в пошиве одежды или в мясе, например. Я к примеру говорю, но любой продукт, который произведет Япония, он всегда будет вызывать доверие. То же самое наша страна. Мы вроде бы в мясе специализируемся, но извините, у нас пока нет такого имиджа, бренда, где мы страна-производитель мяса, как кыргызское мясо. Да, я просто на примере тогда вот приведу мой вопрос. Да? К примеру, департамент туризма не может оплатить ролик на Евроньюз. Почему бы бизнесу не скинуться на этот ролик и не показать его? Это ведь всем выгодно, получается, чтобы позиционировать страну. Нет, бизнес на это не пойдет, с учетом того, что сейчас есть, скажем, именно в государственных условиях. Да? Бизнес должен выживать. Да? Они зарабатывают деньги, и с государственной точки зрения никаких помощи с государства бизнес и не ждет. Да? Они выжили это без любой государственности. Они сами на своем горбу, поту, слезах, там, крови вытащили и поставили этот бизнес. Государство никакой лепты не внесло. С другой стороны, вот, скажем, туристические агентства, там, чтобы скидывались на трансляцию ролика, да, нет, то есть здесь должно быть, знаете, идея первостепенна.
То есть вот я говорю, есть попытки создания концепции. Если мы выносим концепцию и говорим, да, продукты, мы говорим, у Кыргызстана есть 4 туристических продукта, не надо 16 тысяч там типа туристических, я придумаю, да, 4, которые звезды, да, и эти 4 продукта раскручиваем. Вот в этом моменте, если с государственной, вот, скажем, да, министерство выйдет и скажет, пронесет информационную политику внутри страны, да, скажет, ребята, вот мы приняли эту концепцию, будем по ней двигаться, она будет доступная для бизнесменов, они увидят в этой концепции себя, и они увидят, что эта концепция им принесет прибыль, то тогда еще можно говорить о том, что бизнес поддержит. Да? И если они еще будут уверены, что эта концепция заживет, она не останется на бумаге, и если, допустим, придет другая партия к власти, что они не разработают другую концепцию и пойдут... То есть устойчивость. Да, устойчивая концепция, то тогда, возможно, еще бизнес на это пойдет. Ну а с другой стороны, и государства нету денег, но наверняка у государства есть деньги, чтобы сделать грамотную аналитику, да, получить международный опыт анализа, составления этих концепций, да, и выработать работоспособную, эффективную концепцию брендинга, там, туристического позиционирования Кыргызстана со всеми туристическими продуктами. Может, Максат, вы поделитесь, что было сделано к сегодняшнему моменту, да? Ну, у нас, я могу здесь смело сказать, что пока что в истории Кыргызской Республики единственное только Министерство туризма обладает своей концепцией именно брендинга. Мы разработали свою концепцию именно продвижения туристической отрасли, применять технологии брендинга. Как я выше сказал, мы определились с позиционированием, мы определились со слоганом нашей туристической отрасли, мы определились, составляя инструментами брендинга, то есть это логотип, например, бренд-бук, мы определились туристическим направлением, чем мы будем выходить. Я согласен с Талантом, что не надо будет весь туризм продвигать или там всю экономику Кыргызской Республики. Мы делаем ставки на приоритетные отрасли, которые в ближайшее время дадут нам выхлоп. Например, если в туристической отрасли брать, это горнолыжные виды туризма, зимние виды туризма, это экотуризм, это рекреационный туризм и событийный туризм. Например, вот последний событийный туризм в этом году мы будем проводить Всемирный игры кочевников. То есть это одна таких инструментов, когда страна может быстро, ярко показать о себе. И в этом плане, например, как Олимпийские игры, там, универсиады, чемпионаты мира по футболу, к примеру, в каких-либо странах проходит, эта страна сразу получает свою узнаваемость. К сожалению, мы не можем эти события к себе привести, потому что это миллиардный доллар стоит. И мы придумали свой бренд, это Всемирные игры кочевников, это наш ответ, скажем так, Олимпийским играм по этническим видам спорта, где очень тесно переплетена туристическая составляющая. И в этом плане у нас есть своя программа, это «Визит Кыргызстан». Все это идет в рамках программы «Визит Кыргызстан». Это аналог тех же результативных программ в мире, как «Визит Малайзия», «Визит Таиланд», «Визит Турция» и так далее, и так далее. И в этом рамке мы сейчас в этом году уже начали работать. Дай бог, думаем, что до конца года мы уже покажем первый, скажем так, результативный пример в истории Кыргызской Республики, когда, применяя технологии брендинга, определенная отрасль достигает определенных результатов. И надеюсь, это проецируется на другие отрасли. Спасибо большое за интересную дискуссию. Смотрите нас на взгляд Кейджи.